صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا Мухаммад وعلى آله وصحبه أجمعين. Следующий вопрос. Шейх Ибн Таймия разрешает охарактеризовывать, описывать Всевышнего Аллаха бианнаху ла джауфа лаху, что Аллах, Он не пустой, не полый. То есть Аллах не пустой, Он говорит. То есть какой-то, например, пустая джауф, то есть что-то имеет пустоту. И впоследствии Он разрешает, я вам тоже покажу, скажу, где это. Кто желает, он может посмотреть запись и проверить, открыть книги Ибн Таймии, в этом нет проблем. Открыть книги, посмотреть, изучить это на арабском языке, проблем нет. То есть последствия этих слов, сифа, он разрешает, ястахиль, говорить о разделении, уан яхруджа минху шей, что от него что-то может выходить, от Всевышнего Аллаха. Дальше выходит, что Аллах субхану ва тааля, то есть вопрос, что Аллах это тело, джисм. Что Аллах это джисм, это очень страшные слова на самом деле. Что такое джисм? Из акиды насафии, например, мы знаем терминологию джисма. Это то, что мураккаб состоит из двух или более частиц. По другой версии, что состоит из трех или более частиц. Что-то составное. Это джисм. Это тело. То есть любое тело, оно состоит из чего-то. Это составное. Но говорит, что он джисм мусмат. Тело неделимое, цельное. Сразу подчеркивает, что он джисм, что Аллах субхану тааля это тело, но только мусмат, как он сказал. То есть это тело, которое не делится, как бы цельное, что-то цельное. Если мы обратимся к словарю, то понимаем, что такое мусмат. То, в чем нет полости, то есть не пустое. И, например, пример приводится, например, камень, как камень, вот что-то такое цельное, да? Однородное, цельное. То есть Аллах, как бы получается, что Всевышний Господь, хаша, Он тело, цельное тело, которое не имеет пустот. Так говорит. То есть, если рассуждать, начинать рассуждать, открыть рассуждение на то, что имеет полость, то есть пустоту или не имеет, это все из сифатов аджсам, из сифатов, которые относятся к телам. К телам. И тот, кто начинает заходить в эти вопросы, он как бы ныряет в море таджсима. Что такое таджсим? Это уподобление Аллаха субхану тааля творением. То есть говорит, что Аллах это якобы тело, что Он занимает место в пространстве, то есть у него есть границы. То есть это все вопросы, это вопросы таджсима. Это не исламская акида, это акида насара, кого угодно, но это не акида мусульман. И дальше шейх также говорит, исм самат, читаем суру Ихлас, Аллаху самат. Имя самат, по мнению саляф, говорит он, у него есть много акваль. Некоторые думают, что эти мнения, они разные, но это не так, говорит он. Все они правильные. Все вот эти варианты, которые пришли от саляфов по поводу имени самат, они правильные. И самое известное из них это два кауля, два слова. Первое, что это самат, то, в чем нет ля джауфа, нет пустоты. Как мы уже сказали, то, что он не пустой, ля джауфа, говорит он. Вассани, второе, он господин, который управляет, то есть ни в ком ни в чем не нуждается, все нуждаются в нем, и он господин тех, в ком кто нуждается в нем. Это второе мнение, говорит он. Первое мнение – это мнение большинства саляфов из сахабов, табиинов и людей люга, языковедов. Второе мнение – это мнение группы из саляфов, также мнение халяфов, ученых, которые пришли позднее, мнение джумхура, языковедов, говорит он.
И это слово образуется из двух. То есть вот из этого, но первое, оно более обоснованное, говорит он. То есть первое мнение, оно более обоснованное. То есть какое мнение? Что якобы Аллах Субхану Тааля ля джауф, он не имеет джауфа, то есть он не пустой, то есть не пологий. Где эти слова говорит Ибн Таймия? Маджму'у Фатауа, 17 том, 214-215 страница. Пожалуйста, на видео это будет записано, посмотрите, то есть кому будет интересно. То есть другие книги тоже есть, но, мне кажется, одного адреса достаточно. Также Ибн Таймия говорит, приводится с достоверными иснадами от сахабов, от табиинов про сифат самат, ас-самат. Что это означает? Что это означает ля джауфа лягу, что у Аллаха нет пустоты, что он то есть не пустой. И также он дальше говорит, что из этого следует, что он джисм мусмат, то есть джисм мусмат, то есть цельное тело, что Аллах такое тело, которое не разделяется. Мы с вами уже смотрели, да, словарный смысл. Что такое мусмат, например, какое тело, например, камень, пример приводится, да, что-то такое цельное. То есть это так описывает. Это вы можете посмотреть в книге «Баян Тальбисуль Джахмия», 1 том, 48-49 страницы. И в других изданиях тоже, то есть разные есть издания, где 50-51 страницы. То есть можете увидеть. Аллах Субхану Тааля, да, описывает себя словом «самат». Он говорит, что он Аллаху самат. Но шейх Ибн Тайми описывает, что Аллах мусмат. Аллах говорит про себя самат. Да, он ни в ком, ни в чем не нуждается, все нуждаются в нем, но Ибн Тайми описывает Аллаха, что он мусмат, что он тело, которое не делится, неделимое. И мы теперь скажем по этому вопросу, то есть мы находим, что из этих всех аквалий, из этих слов мы находим, что шейх говорит, разрешено охарактеризовывать, описывать Всевышнего Аллаха, что он не пустой, то есть ни пологий, ни пустой. Говорит, что это как бы доказано достоверными источниками от сахабов, но мы опять же можем сказать, вот помните в прошлых уроках, то есть называется просто такая громкая фраза, что это идет от сахабов, но нет ни одного имени, нет в качестве доказательства ни одного риваята об этом. Чтобы кто-то из сахабов, радаллаху анхум аджмаин, сказал подобное. Дальше он говорит, что Аллах Субхану Тааля это джисм. Кто теперь скажет, что Ибн Тайми не муджассима? Он говорит, что он джисм, но такой джисм мусмат. Джисм мусмат, то есть такое тело, которое не делится. То есть мы же сказали, то есть характеристика и тела, любого тела. То есть мы говорим, из чего состоит мир. Читаем на София, например, для шейха Марджани. О чем он описывает? Что мир состоит из субстанций. Что такое субстанция? Это то, что занимает место в пространстве, то есть имеет ограничения, любая субстанция. Любое созданное – это субстанция. В каждой субстанции есть арат, это акциденция на русском языке. Акциденция – это, например, цвет, то есть на ощупь холодная, горячая, это акциденция. Акциденция не может существовать без субстанции. То есть если книга – это субстанция, ее цвет, вот ее гладкость, вот эти тактильные ощущения – это все акциденция этого тела. То есть вот эта акциденция, этот цвет, она не может существовать без самой книги. Так ведь? То есть это качество творений. Аллах Субхану Тааля не может. То есть это недостойно его уподоблять его творением. И это относится к чему? Мы с вами уже говорили. К виду ширка фиссифат. На каждом уроке это повторяем. Ширк бывает 3 видов. Ширк фиддат, то есть ширк в личности, то есть верит человек, что есть кто-то помимо Аллаха Субхану Тааля, да, кому-то обращаться, или говорит 2 божества, или более. Ширк фиссифат, второе в сифате. То есть Аллаха уподобить творением, человеку, кому-то, или творение уподобить Аллаху. Это ширк фиссифат. Также 3-й вид ширка – это ширк филь афааль, в действиях. И мы должны от этого всего остерегаться. То есть как мы можем Аллаху Субхану? Помните, мы читали, когда в книге «Шархуль Кабир аля акида тахауия» Саид Фуда примеры приводит конкретные. Каковы бывают ширк фиссифат? Например, сказать, что у Аллаха есть орган, например, понять сифат яд как рука, который является органом. Или же сказать, что Аллах в таком-то направлении, или Он занимает место. У Ибн Тайми мы видели то, что он говорил, что Аллах, то есть на троне, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будет сидеть рядом с ним.
Мы разбирали этот вопрос. Кто не видел, может посмотреть в записях. То есть он говорит, что Аллах — это джисм, это тело, но мусмат, неделимое тело. Мы говорим, что такое джисм — это то, что состоит из двух или более частиц, из трех или более частиц. То есть это минимальные составные. Но если это части, значит, они могут делиться. Но он говорит, нет, я говорю, что он такое тело, которое не делится. Дальше, то есть мы можем приводить, здесь несколько страниц приводится, это именно то, что сказал Ибн Таймия, но я лучше просто вам скажу адрес этого. Это Маджму Фатауа, книга его, сборник его фетв, 17 том, 297-298 страницы. То есть вот он описывает свои мнения, то, как он это понимает. То есть он описывает широко и говорит, по сути, то есть эти все слова указывают на таджсим, на то, что Аллах Субхану Тааля — это джисм, мусмат, это тело, которое не делится. И дальше, подкрепляя свое мнение, что он говорит, что таджсим гайру мазмум, он по сути не порицается. То есть Ибн Тайми говорит, где вы видели, чтобы таджсим порицался? То есть чего вы взяли, что он вообще порицается? Он говорит, что ни один из саляфов не порицался, то есть не порицал никого таким словом, что муджассима. То есть не порицали таджсим и не порицали муджассима. Эти слова вы можете посмотреть в книге «Баян Тальбис аль-Джахмия» в первом томе на 100-й странице, в другой таба, там уже то есть 105-й странице приводится. Откуда источник этих слов? На самом деле, впервые эти слова мы встречаем у такого человека, который звали Хишам бин Хакам. Вот этот Хишам, кем он был? Он был известным рафидитом. Рафидия. Говоря об Аллахе Субхану Тааля, что он якобы джисм, что он якобы тело, мусмат, такими терминами он его характеризовывает и описывает, и говорит Хишам, что Аллах Субхану Тааля, это джисм, мусмат, неделимое тело. Мы же скажем, что Аллах Субхану Тааля пречист от подобных воззрений, от уподобления его любым творением. Никто не может быть подобен. Ляйса камисли ишей. Нет ничего подобного Аллаху Субхану Тааля. Как мы понимаем это? То есть нет ничего подобного ему. Вахуа сами'а, он слышащий. То есть он слышит не так, как слышим мы. Он не нуждается в органах для этого. Он не нуждается в ухе. Его слух, то есть слышание им не ограничено этими стенами, вот как у нас. Мы не можем слышать дальше скольки-то метров. Аллах Субхану это не ограничено, это не так, как делаем мы. Басир, он видящий, но значит, он видящий не как мы. Он не видит посредством каких-то инструментов, он не видит посредством, то есть не нуждается в глазе для этого, не нуждается в бинокле, в позорной трубе. То есть Аллах Субхану Тааля превыше этого, ляйса камисли ишей, нет ничего подобного ему. Нет ничего подобного ему. Вспоминаем, как имам Тахауи, рахимуллах, что он говорит. Тааля, Аллах возвышен, он далек, он не нуждается аниль худуд, от границ. Нет границ. Валь-адават, то есть в органах там. Но ваан джихати ситти касаири мубтадаат. Он не нуждается в 6 сторонах света, как другие творения. То есть Аллах Субхану Тааля не похож ни на какое из творений, и ни одно из творений не похоже на Аллаха Субхану Тааля. То есть это мы должны четко понимать. То есть, изучая акиду, мы должны четко понимать. Мы же читаем акиду Тахауия. То есть читайте даже просто матом, не беря ни один шарх. Если вам кто-то скажет, нельзя ее читать без шарха, нужно читать только шархом Ибн Абиль-Иза. То есть читайте просто без шарха, читайте оригинал. И как раз имам Тахауи что говорит вначале? Хаза. Это зикру, упоминание баян. Это баян. Это развернутое повествование, это не муджмаль, это не что-то такое короткое, которое недостаточно и обязательно нуждается в шархе. Нет, это баян, это раскрытая книга акида ахли сунна валь джамаа. Аля мадхаби фукахаи милля, в соответствии с мазхабом ученых нашей милля, нашей религии. И он перечисляет кого? Абу Ханифа и его учеников. То есть я взял манхадж Абу Ханифы, имама Абу Юсуфа, имама Мухаммада, рахматуллахи алейхим аджмаин,
в понимании акиды ахли сунна валь джамаа. Говорит имам Тахауи. Что еще нужно? То есть читайте просто дословно, и будет все понятно. Имам Абу Ханифа, что говорит имам Тахауи? Он далек от 6 сторон света. Ибн Абиль Из добавляет илля аль-фаук, кроме верха. То есть Аллах не нуждается в 6 сторонах света, кроме верха. То есть ты поясняешь или опровергаешь имама Тахауи? Если ты делаешь шарх, ты должен раскрыть его слова. Но здесь он в некоторых местах просто его опровергает. Нет, здесь ошибся, здесь не прав, здесь не так. А от книги отвернуться не могут, потому что книга авторитетная. Читайте самого имама Тахауи. Не берите шарх Ибн Абиль Иза. Возьмите книгу имама Тахауи, матан, и прочитайте ее. И вам будет все понятно. إلى أشرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة. صلى عليك الله يا خير الورى.